Прямая связь в прямом эфире на ТНВ. В татарской тюбетейке с толстой сумкой на ремне он шагает по Москве и улыбается прохожим. Мне кажется, что вот праздники, а вот то, что я в тюбетейке, для меня это какой-то некий праздник, это символ моей республики, символ места, где я родился. Праздники это могут объединять людей. Его спор в Верховном суде с 3 федеральными министерствами – просвещения, науки и юстиции. В системе общего образования есть стандарты, то есть правила для школ. Как обучать, сколько обучать и почему именно так обучать. Какие предметы добровольные, а какие обязательные. Родной язык, так же как и литература, химия, математика, по школьным стандартам не предмет словесных баталий. Если ты выбрал родной язык, к примеру, татарский, будь добр, учи. А если татарский твой не родной, как его преподавать в школе? В правилах об этом не сказано ни слова. Наши ребята, наши школьники не могут изучать татарский язык, русские ребята, даже если они этого хотят. В России из 85 равноправных субъектов 22 являются национальными республиками. Они занимают почти треть фактической территории, где проживает почти 20% населения страны. По мнению административного истца, изучение государственных языков национальных республик – это обязанность каждого жителя этой республики, так как языки коренных народов имеют статус второго после русского государственного языка. По закону они являются языками общения и образования, но их преподавание в школе в этих самых оспариваемых федеральных правилах не оговорено. Мы говорим, во-первых, о предмете татарский язык как государственный язык. Вот для того, чтобы его преподавать именно в таком виде, мы должны видеть формулировку вопросов о возможности преподавания государственных языков. Адвокаты Шмакова буквально на пальцах объясняли суду и ответчику важность изучения государственных языков в национальных регионах. Но предельно доходчивая информация доходила с трудом. Москва верстой далека, и, как оказалось, в Первопрестольной сложно понять разницу между родным языком и языком субъекта. Что в гору, что под гору. Есть энное количество часов, которые выделяются на предметы обязательные для преподавания. Энное количество. И среди них нет такой предметной области, как язык субъекта Республики Российской Федерации. Его нет. Государственный язык. Но он государственный язык, а его нет. Но он родной язык? Нет. Не всегда. Русского он не родной. Поэтому в том-то и дело, что для русского он не родной. Для чего вашего не родной? Представитель Министерства просвещения, главный ответчик, и вовсе пребывал в полном замешательстве. Урок вызубрен юристом на отлично, а вот на экзамене поплыла. Если у вас все хотят выбирать, изучать татарский язык, почему тогда никто не пишет заявление на его изучение? Потому что заявление предусмотрено про родной язык. В ГОСах, очевидно, есть неопределенность. И даже из самого процесса, из того, что административные ответчики не могут дать пояснения, из тех отзывов, которые они представляют, видно, что они отождествляют государственный язык республик с родным языком. Четко сформулировать свою позицию оппонент уже не смог. Аргументы ответчика выглядели настолько неубедительными и спонтанными, что приводили в замешательство и суд, и слушателей, и, похоже, даже саму себя. Я на этот вопрос уже отвечала, то что... Ну, ответьте, пожалуйста, если возможно. Позвольте, я запуталась. Давайте, можете еще раз задать вопрос? С какого места? А адвокат совсем маленькая девушка. Ей куклы играть. Что делается? Как человеческий судьба доверяют? Для начинающего юриста-бакалавра, не имеющего даже степени магистра, 21-летней Виктории Паньковой, это заседание могло бы обеспечить взлет карьеры. Видимо, поэтому министерство Ольги Васильевой для такого серьезного и судьбоносного для национальных регионов судебного разбирательства выдвинуло человека без опыта и навыков. То ли потому, что вопрос казался не столь важным, то ли решение очевидным. Пока суд до дела в родной школе директора Шмаковой, которая, кстати, называется «Школой солнца», учебный процесс проходит без изменений. Кстати, сегодня это единственное учебное заведение не только в Казани и не только в Татарстане, да и среди школ национальных регионов, где язык субъекта преподается как государственный, то есть в обязательном порядке. Как спросил один классик, так в чем же сила солнца? Может быть, в том, что оно не боится заглянуть в тьму?
Каждый урок – это увлекательный экскурс в мир новых знаний, где дети находят общий язык. Татарский язык, он необходим. Он необходим, как ни в Республике Татарстан, прививать любовь к культуре народа, который исторически здесь является хозяином на этой земле, и как не прививать любовь к языку, к знаниям и к общему развитию. На татарский выделили свободные часы, которыми школа может распоряжаться самостоятельно. Это самое дорогое время. Каждый педагог мечтает его заполучить. Но школа, которая, к слову, готовит детей олимпиадного уровня, не пожалела это время именно на татарский. Тут торг неуместен. Мы живем в Татарстане, соответственно, должны знать татарский. То есть вы хотите изучать татарский? Да, в первую очередь. Ну разве не в этом и смысл толерантности, о которой так часто любят говорить в верхах? Почему вопрос уважения в многонациональной стране нужно отстаивать в судах, когда все лежит вот так на поверхности? Возникает вопрос, если иностранный язык для наших учеников обязателен, то есть мы вынуждены учить английский, немецкий, французский, почему-то язык субъекта, в котором мы проживаем, мы учить не должны. Такой обязанности нет. Я ожидал большего, конечно же. Чего вы ожидали? Я ожидал, что татарские гимназии, будут обращаться с исками, простые школы. С этим родители, конечно же, которые очень многие высказываются, что идет ущемление, они считают, что татарского языка недостаточно теперь. Но пока единственный директор школы из единственного национального региона отстаивает, по сути, интересы всей многонациональной страны. И на вопрос большой политики вот так звучит ответ простого человека. Для меня очень важно, чтобы и дети дружили между собой, и люди дружили между собой, и уважали ценности друг друга. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Черное озеро. По будням в 21:00.